Здравствуйте! Наша следующая лекция будет посвящена финансовым результатам деятельности организации в бизнесе. Мы рассмотрим доходы организации, расходы организации, как формируется прибыль и как можно планировать финансовые результаты. Согласно положению по бухгалтерскому учету доходы организации ПБУ 999, доходы представляют собой увеличение экономических выгод в результате поступления активов, денежных средств, иного имущества или погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала этой организации за исключением вкладов участников, собственников имущества. Согласно бухгалтерскому учету, доходы делятся на две группы. Это доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, или иначе просто выручка. Выручка определяется с учетом денежных поступлений, дебиторской задолженности при продажах в кредит, скидок покупателям и с исключением поступлений, не признаваемых доходами. Мы можем выделить огромное количество факторов, влияющих на выручку организации. То есть это могут быть обстоятельства, которые влияют на натуральный объем продаж, это могут быть обстоятельства, связанные с ценами на продукцию. Проблемным моментом с точки зрения доходов и выручки в том числе является дебиторская задолженность. То есть важно не только продать товар, но также и получить за него денежные средства, минимизируя величину дебиторской задолженности организации. Мы используем выручку на возмещение затрат на производство, а также формирование чистого дохода. А именно, непосредственно из сумм поступлений денежных средств на расчетный счет предприятия из выручки мы оплачиваем счета поставщиков, сырья, материалов, комплектующих и так далее. Уплачиваем налоги и взносы в бюджет и внебюджетные фонды. Выплачиваем заработную плату в установленные сроки. И кроме того, именно за счет выручки возмещается износ основных средств и нематериальных активов. Важным компонентом деятельности организации все-таки является планирование выручки. Для того, чтобы спланировать выручку, мы должны провести анализ продаж и анализ поступлений по выручке за определенный период времени, как можно более длительный, для того, чтобы максимально точно спрогнозировать и спланировать выручку на предстоящий период. Далее мы прогнозируем наши продажи с учетом конъюнктуры рынка, составляем бюджет продаж. И, конечно же, мы должны спланировать те мероприятия, которые позволят нам выполнить план продаж и денежных поступлений. Расходы организации по своему характеру мы можем разделить на текущие и долговременные. Долговременные – это все-таки инвестиции. В данном вопросе мы в большей степени будем уделять внимание текущим расходам. В соответствии с положением по бухгалтерскому учету расходы организации или ПБУ 1099, расходы – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов, денежных средств, иного имущества или возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников, собственников имущества. Различают следующие виды расходов. Это расходы от обычных видов деятельности, которые являются базой для формирования себестоимости, и прочие расходы. Расходы по экономическим элементам делятся на такие группы, как материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств и прочие затраты. Материальные затраты включают затраты на приобретение материалов и сырья, используемых для производства, а также стоимость товаров, закупленных для продажи, и стоимость оказанных предприятию услуг. Затраты на оплату труда включают затраты на оплату труда работающих в организации по трудовым договорам, либо по договорам гражданско-правового характера, сумму надбавок и социальной помощи. Отчисления на социальные нужды включают платежи во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда. Амортизация на основных средств включает суммы старения действующих фондов, а также суммы накапливаемых денежных средств на замену основных фондов путем включения в издержки определенных отчислений. Прочие затраты – это могут быть экологические платежи, оплата процентов по кредитам, плата за обучение, командировочные и представительские расходы, а также иные платежи. Важным компонентом деятельности организации помимо планирования выручки является также планирование расходов. Цель планирования – это установление экономически обоснованной суммы состава текущих расходов организации. Возможно планировать расходы на долгосрочный период в системе долгосрочного планирования на 3-5 лет и в системе текущего планирования на месяц, квартал или год.
При долгосрочном планировании мы получаем информацию об ожидаемых расходах при освоении новых рынков сбыта, организации разработки и выпуска новой продукции, роста мощности организации. В системе текущего планирования мы конкретизируем реализацию долгосрочных планов развития организации. В процессе планирования необходимо провести анализ состава и структуры и динамики расходов организации в предшествующий период. Далее подготовить исходную базу планирования. Спрогнозировать факторы, которые могут повлиять на расходы организации, включая стоимость услуг, стоимость поставки сырья и другие расходы. Далее спланировать калькуляцию затрат по видам продукции и далее перейти к составлению бюджета расходов. Существует 3 базовые системы управления расходами организации. Это стандарт-костинг, директ-костинг и таргет-костинг. В системе стандарт-костинг предполагается раздельный учет нормативных затрат и отклонений фактических затрат от нормативных. Норматив – это уровень, рассчитанный по какому-то стандарту или норме и соответствующий требуемому, желаемому или возможному. Объектами нормирования выступают конкретные статьи затрат, как правило, материальные затраты, трудовые затраты. Регулирование уровня затрат ведется через анализ отклонений, принятия решений относительно этих отклонений. Директ-костинг предполагает, что затраты мы делим на постоянные и переменные и рассчитываем частичную себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, а постоянные расходы списываются на счета прибыли и убытков. И прежде всего управление осуществляется по отношению к тем расходам, на которые можно повлиять, а именно в отношении переменных расходов. Таргет-костинг – это система планирования производства новых продуктов. В данном случае мы определяем возможную цену продаж, исходя из концепции продукта и маркетингового анализа. Затем определяем норму прибыли в цене. Затем оцениваем себестоимость и для достижения целевой себестоимости проектируем продукт и его постоянное усовершенствование. Прибыль организации – это стоимостной показатель, форма дохода на вложенный капитал. Прибыль не является гарантированным доходом предпринимателя и выступает платой за риск осуществления предпринимательской деятельности. Мы можем рассматривать прибыль как остаточный доход, то есть разницу совокупные доходы минус совокупные затраты. Есть ряд нормативных документов, в которых зафиксировано определение прибыли. В частности, положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина номер 34Н, определяет бухгалтерскую прибыль или убыток как конечный финансовый результат, прибыль или убыток, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Действует также налоговый кодекс Российской Федерации в части 2. В нем в главе 25 вводится также определение прибыли, в частности для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков. Прибыль – это полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Если мы посмотрим на отчеты финансовых результатов, то мы увидим следующие виды прибыли, а именно валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль отчетного периода, базовая прибыль на акцию и, кроме того, разводненная прибыль на акцию, для расчета которой мы можем использовать методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденную приказом Минфина Российской Федерации номер 29Н. Важным компонентом деятельности организации является и планирование прибыли. Цель – определение возможностей организации финансирования своих потребностей. Различают 3 системы планирования прибыли. Это прогнозирование, формирование и использование прибыли на срок до 3 лет, текущее планирование, формирование и использование прибыли на срок 1 год и оперативное планирование, формирование и использование прибыли на месяц или квартал. Важным компонентом с точки зрения финансовых результатов, анализа и управления финансовыми результатами является анализ безубыточности. В системе анализа безубыточности вводятся некоторые допущения, а именно затраты мы должны разделить на постоянные и переменные. Постоянные издержки не изменяются при изменении объема производства, переменные издержки на единицу продукции не изменяются, и мы получаем линейную зависимость переменных затрат от объема производства.
Цена единицы продукции не изменяется, и мы получаем линейную зависимость выручки от продаж от объемов производства, и не меняется производительность. На основе анализа безубыточности мы можем рассчитать порог рентабельности или точку безубыточности, запас финансовой прочности и операционный леверидж. Графическое представление модели анализа безубыточности вы можете увидеть на рисунках 1 и на рисунке 2. Конечно, изначально идея была в максимальном представлении на модели ситуации продаж. И мы пришли к экономической модели анализа безубыточности. Однако в итоге получилось, что у нас общие затраты, в частности в динамике, имеют неустойчивый характер. Выручка от продаж также первоначально увеличивается, а затем после достижения максимума начинает снижаться. И на рисунке 1 мы видим ситуацию с двумя точками безубыточности, что усложняет расчеты и принятие управленческих решений. В связи с этим и перешли к определенным условностям и построили линейную модель безубыточности, на которой мы видим восходящий тренд общих издержек, выручки, и точка пересечения – это точка безубыточности, то есть то количество продукта, которое мы можем произвести и продать, и при этом не понести ни прибыли, ни убытков. Порог рентабельности, соответственно, или точка безубыточности – это такой объем продукции, при реализации которого выручка покрывает совокупные затраты. В этой точке выручка не позволяет получить прибыли, но и убытки тоже отсутствуют. Мы решаем основные задачи анализа безубыточности с использованием выше представленных моделей. То есть мы можем определить объем продаж для получения целевой прибыли, определить цены для окупаемости затраты получения целевой прибыли. И помимо этого мы можем рассчитать запас финансовой прочности, который отражает финансовые риски компании. То есть это снижение объема продаж до попадания в зону убытков, абсолютный запас финансовой прочности и относительный запас финансовой прочности. Итак, прибыль как конечный финансовый результат деятельности организации – это разница доходов и расходов. Существуют различные факторы, влияющие на доходы, расходы и прибыль в бизнесе. Важным является анализ, прогнозирование и планирование доходов и расходов в целях максимизации прибыли и снижения деловых рисков. На этом все. Спасибо за внимание.